Бисмиллахи рахмани рахим, альхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах, ва аля алихи ва сахбихи ва ман валя, амма ба'д. Дорогие друзья, я с большой радостью приветствую вас на нашей второй встрече об атеизме. Во время первой беседы мы с вами обсудили такие важные вопросы, как существование Бога, Его единственность, Его абсолютное отличие от творений, а также Его господство. Сегодня мы также коснемся очень важного вопроса, и глава, с которой мы познакомимся, называется «Если Бог предопределил мои действия, то почему Он требует с меня отчет?» Мустафа Махмуд начинает эту главу следующим образом. «Полагая, что схватил меня за шею и что мне не спастись, мой друг злорадно сказал: вы утверждаете, что в царстве Аллаха все происходит лишь по Его решению и предопределению, и что Бог предопределяет наши действия. Выходит, что, например, все мои действия предопределены. Тогда за что Он будет меня отчитывать? Не говори мне, как обычно, что я имею право выбора. Нет большей лжи, чем это. Также позволь мне спросить тебя, было ли у меня право выбора времени моего рождения, пола, роста, ширины, цвета кожи, страны? Могу ли я выбрать, чтобы солнце восходило, а луна садилась? Разве конец жизненного срока и смерть приходят ко мне по моему выбору? Почему Бог принуждает меня совершить что-то, а потом еще и возлагает на меня ответственность? Хорошо, если ты скажешь, что ты свободен в выборе, и что у тебя есть воля наряду с Божьей волей, то разве это не будет формой многобожия и утверждением многочисленности воли? А что вы скажете о положении среды, обстоятельств и императивах, о которых утверждают сторонники исторического материализма? То есть что вы скажете о том, что в некоторых идеологиях говорится, что есть ряд факторов, которые непременно влияют на русло и ритм человеческой жизни и задают его? Мой друг выпустил эти пули, а затем вздохнул с облегчением, пишет Мустафа Махмуд. Он вообразил, что со мной покончено, и ему лишь осталось принести саван. Я спокойно ответил ему: ты попал в несколько логических ошибок. Да, твои действия известны Богу и записаны в хранимой скрижали, но это не означает, что ты принужден к их совершению, а говорит лишь о том, что Всевышнему известно о том, что ты сделаешь. Например, ты предположишь, что твой сын совершит прелюбодеяние. И если случится, что он действительно совершит его, то разве это ты его принудил? Или же ты определил это по своему знанию о сыне и оказался прав? Что касается твоих рассуждений о свободе, что это ложь, и твоя попытка доказать это тем, что ты не имел права выбора дня своего рождения, пола, роста, цвета кожи и тому подобного, и что ты не можешь переместить солнце, то это еще одна путаница. Причина путаницы на этот раз в том, что ты представляешь свободу не так, какой ее видят верующие. Ты говоришь об абсолютной свободе и спрашиваешь: мог ли я сделать то-то, мог ли я выбрать то-то, могу ли я во Вселенной распоряжаться какими-то глобальными вещами так, как мне хочется? Ты вопрошаешь, где моя свобода? Но мы, в свою очередь, отвечаем: ты просишь абсолютной свободы, способности распоряжаться Вселенной, но это право принадлежит одному лишь Богу. О подобной свободе не говорим и мы, верующие. В Священном Коране сказано: твой Господь создает, что пожелает, и выбирает, то есть выбирает, что пожелает, а у них нет выбора. Мустафа Махмуд, да смилуется над ним Всевышний, на самом деле очень грамотно подошел к упоминанию данного аята. Сначала он разъяснил и разделил, что касается свободы и воли. Он указал на то, что есть вещи, которые присущи только Богу, и над которыми властен только Создатель. Затем он указывает на то, что мы не видим человеческую свободу такой же. Мы говорим о том, что свобода и воля, данной человеку, это нечто иное. Не что-то из раздела творения, не что-то из самостоятельного распоряжения Вселенной, а то, о чем он будет говорить дальше. И вот для подтверждения мысли о том и укрепления убеждения в том, что есть вещи, которыми распоряжается только Всевышний, он упоминает данный аят. Почему это важно? Потому что даже сегодня мы видим, что есть люди, которые этот аят цитируют для того, чтобы показать, что якобы ислам прямым текстом утверждает об отсутствии у человека выбора, то есть свободы выбора в действиях, а затем его за что-то еще наказывает, за что-то его в судный день отчитывает и так далее. Подобная интерпретация врагами религии возможна только при игнорировании двух вещей, которые невозможно игнорировать, если мы стремимся к справедливости. Первое из этих вещей – это контекст.
Сам контекст, в котором находится данный аят в суре, указывает на то, что у людей в конечном счете есть выбор. Выбор веры или неверия, выбор праведных деяний или же нечестия. И за каждый из этих двух выборов они понесут ответ. Кто-то выбрал истину, уверовал в единого Бога и придерживался Его предписаний, а кто-то выбрал путь многобожия или неверия и пошел по этому пути. Согласно этому, первому будет дарована награда, а второму будет даровано наказание. И если человек ознакомится с тем, что предшествует этому аяту, он в этом сам убедится. Второй момент. Касательно толкования этого аята, есть различные разъяснения ученых. И в контексте этих разъяснений они упоминают, что в качестве причины ниспослания этого аята упоминается вопрос многобожников, которые возразили пророку, саллаллаху алейхи вассалям, касательно Корана. И они задавались следующим вопросом: почему этот Коран ниспослан именно Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, а не был ниспослан одному из двух уважаемых мужчин, которых они называли? То есть здесь они претендуют на выбор того, кому ниспосылается откровение. А это исключительно божественное право. И в этом контексте, если мы рассмотрим данный аят с учетом причины ниспослания, которые упоминаются, то слова «а у них нет выбора» мы поймем предельно ясно, без каких-либо проблем, со всеми иными воззрениями мусульман. Но если кто-то пытается доказать свою ложь любыми путями, то он будет игнорировать и контекст, и причину ниспослания. Но мы, как верующие, хотим спросить таких людей, как бы они отнеслись к тому, чтобы мы игнорировали контекст их собственной речи и причину их собственных слов, и судили их в отрыве от контекста и причины тех или иных высказываний? Ответ очевиден. Далее Мустафа Махмуд продолжает. Он говорит: ни у кого нет выбора в вопросе создания, потому что лишь Бог тот, кто создает все, что хочет, и выбирает. Бог не будет требовать с тебя за твой низкий рост, не будет винить тебя за твою длину и не будет наказывать тебя за то, что ты не остановил солнце. Ты в ответе за предписания, возложенные на тебя, и твоя свобода выражается именно в этом. И мы ведем разговор лишь в этих границах. Ты волен подавлять свою похоть, обуздать свой гнев, сопротивляться себе в каких-то негативных желаниях, удерживать свои злые намерения и поощрять свое стремление к добру. Ты можешь быть щедр в расходовании имущества, ты можешь говорить правду или лгать, ты можешь воздержаться от запретных денег, ты можешь удержать себя от взгляда на запретные места, ты можешь воздержаться от оскорблений, злословия и сплетен. В этом мы свободны, и за это нас будут отчитывать. Свобода, которую мы рассматриваем, это относительная, а не абсолютная свобода. То есть имеется в виду свобода человека в том, что касается его религиозных предписаний. И, как известно, божественный спрос касается именно этого. Поэтому свобода важна здесь. Эта свобода действительно существует. И доказательством тому служит наше врожденное, естественное ощущение. Мы чувствуем ответственность, раскаяние за ошибку, умиротворение при совершении благого дела. И постоянно чувствуем, что выбираем между разными альтернативами. Более того, главная и первая задача нашего разума – отдавать предпочтение чему-либо из доступного многообразия и выбирать между альтернативами. Мы ясно и решительно ощущаем разницу между нашей дрожащей в лихорадке руке, то есть неконтролируемая дрожь, и нашей рукой пишущей письмо. То есть мы понимаем, что в данном случае, когда мы пишем письмо, мы пишем его потому, что сами захотели этого, потому что сами направили свое желание к этому. В первом случае, то есть когда рука, допустим, дрожит из-за какой-то болезни, мы говорим, что движение принудительное и неизбежное, а второе движение свободное и произвольное. Если бы мы были принуждены в обоих случаях, то не смогли бы почувствовать эту разницу. Разницы бы не было. Не будь у нас выбора в тех или иных действиях. Далее, после некоторых примеров, он говорит, что именно поэтому Аллах сделал намерение основой постановлений. Так верующий, который под угрозой произнесет слова многобожия и неверия, не будет наказан за это, пока его сердце сохраняет крепкую веру. Такого человека Аллах исключил из наказания в своих же словах, смысл которых следующий. Кроме тех, кто был принужден к этому, то есть произнесению слов неверия, при этом его сердце сохранялась крепкая вера. Другая сторона путаницы в этом вопросе состоит в том, что некоторые люди понимают свободу человека
как возвышение над божественной волей и полную самостоятельность, из-за чего они обвиняют тех, кто утверждает о наличии у человека свободы и выбора, в том, что они предают Аллаху сотоварищей в выборе, сотоварищей в решении и так далее, и утверждают тем самым якобы множественность самостоятельных воль. Однако это неправильное представление. Человеческая свобода не превосходит божественную волю. Человек способен делать по своему выбору то, что не сходится с божественным довольством. То есть Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля сообщил нам, что доволен такими-то поступками и недоволен такими-то поступками. То есть Он воздаст благом за такие поступки и накажет за иные. Вот человек может по своей воле, которая согласуется с божественной волей и происходит только по разрешению Создателя, совершить то, за что полагается наказание. То есть в этом смысле противоречит божественному довольству, но не воле. Всевышний позволил ему совершить это действие, но он понесет ответственность далее за этот поступок. Бог наделил нас возможностью не подчиняться Его довольству, но Он не позволил никому превосходить Его волю. То есть все, что происходит по разрешению, по воле Творца. Но не все, что происходит в этом мире, согласуется с Его довольством. Именно поэтому одним обещана награда, а другим обещано наказание. Есть еще одна черта относительности человеческой свободы. Все, что совершается нами, происходит в рамках божественной воли, даже если Всевышний недоволен этим поступком и даже если этот поступок противоречит шариату. Сама наша свобода является божественным даром, а не тем, что мы отобрали у Творца силой. В этом заключается смысл аята: «Но вы не пожелаете этого, если этого не пожелает Аллах». То есть Всевышний дает нам разрешение. Его воля позволяет нам желать чего-то, устремиться к чему-то. Дальше, если это воля, которой Всевышний дал возможность быть, которой Он позволил существовать, которой Он дал воплотиться, если она соответствует Его довольству, то ты один из числа праведных. Если же она Его довольству не соответствует, если она Его предписаниям противоречит, то в таком случае ты один из нечестивцев или неверных. Мустафа Махмуд пишет: дело в том, что наша воля находится под властью Его воли, является подарком от Него и проявлением Его щедрости. В этом вопросе нет никакой двойственности или противоречия, как нет и соперничества между нашей свободой и велением Господа. Вера в свободу человека в таком смысле не противоречит единобожию, не устанавливает Богу равных, которые судят, как Он, и повелевают, как Он, так как сама наша свобода является божественным велением, волей и решением. Третий аспект путаницы в этом вопросе кроется в том, что некоторые из тех, кто объяснял вопрос о предопределении и судьбе, принуждении и выборе, посчитали, будто бы предопределение представляет из себя принуждение человека к чему-то неестественному для него, к чему-то противоречащему его природе. Это еще одна ошибка, в которую ты тоже попал. Всевышний ясными аятами отрицает касательно себя принуждение в отношении людей. Он говорит: если мы пожелаем, то не спошлем им с неба знамения, перед которым склонятся их шеи смиренно. Смысл ясен. Мы могли бы заставить людей, говорит Всевышний, поверить в неоспоримые доказательства так, чтобы они все пришли бы к вере. Но мы не сделали этого, потому что принуждение не входит в установленные нами нормы. Нет принуждения в религии, говорится в другом аяте. Также в другом аяте говорится: если бы твой Господь пожелал, то уверовали бы все, кто на земле. Разве станешь ты принуждать людей стать верующими? Недопустимо понимать божественное предопределение как принуждение к чему-то неестественному для человека. Скорее наоборот. Творец предопределил о каждом человеке то, что соответствует его намерению. И он желает для человека то, что подходит воле этой личности. Опять же, нет никакой двойственности. Управление Аллаха и есть наделение раба выбором, потому что Аллах направляет каждого лишь туда, к чему ведут его собственные желания и намерения. Далее Мустафа Махмуд подкрепляет это многочисленными аятами из Священного Корана. Так, первый аят, который он цитирует, гласит: «Кто желает блага вечной жизни, тому мы увеличим эти блага, а кто желал благ земной жизни, тому мы дадим их». Другой аят гласит: «В их сердцах болезнь,
и Аллах увеличил их болезнь. То есть мы видим в этих аятах, что устремление к благу поощряется тем, что Всевышний дарует человеку возможность идти выбранным путем, и стремление к злу, стремление к нечестию встречается тем, что человеку дается также возможность идти по этой дороге с тем, что он понесет за нее ответственность. Тем же, кто следует верным путем, говорится в другом аяте, Аллах увеличивает их приверженность верному пути. Всевышний в Священном Коране обращается к пленным, говоря: «Если Аллах знает, что в ваших сердцах благо, то Он даст вам лучшее, чем то, что забрали у вас». Опять же, что в твоем сердце? Добро или зло? Тебе будет дарована возможность идти этой дорогой или той, в зависимости от того, к чему ты устремляешься, к чему ты направляешься. И каждый из нас прекрасно ощущает в себе эту свободу. Бог постановляет и предопределяет, и Его постановления и предопределения воплощаются согласно намерению и сердцу личности. Если они кроют в себе зло, то случается зло, а если в них добро, то происходит добро. Из этого понимается, что нет равенства и соперничества между волей Творца и творения, как нет и противоречия. Направляя к чему-то, Бог дает выбор. Создатель ведет нас к тому, что мы предпочли собственными сердцами и намерениями. Нет несправедливости, нет принуждения, угнетения или подчинения тому, что не свойственно нам. Так в одном из аятов говорится: «Тому, кто раздает, то есть свое имущество на богоугодные дела и проявляет богобоязненность, кто верит в наилучшее, мы облегчим тому путь к легкости. Тому же, кто был скуп и считал, что не нуждается, то есть не нуждается в Аллахе, кто не верил в наилучшее, тому мы облегчим путь к тяжести». Всевышний говорит в Священном Коране: «И не ты бросил, то есть не ты бросил горсть песка в лица врагов, попав в глаза каждому из них. Не ты бросил, когда бросал, а Аллах бросил». То есть все действия творятся Всевышним Аллахом, в частности твой бросок. В этом аяте гармонично пересекается бросок со стороны раба, в том смысле, что действие проявляется в этом мире через человека, и бросок как то, что изошло от Господа, в том смысле, что Он создал его, что Он позволил ему воплотиться в этом мире. Это ключ от загадки предопределения и судьбы, пишет Мустафа Махмуд. Раб намеревается сделать что-то, а Бог помогает ему. И если человек имел доброе намерение, то Господь помогает ему в этом. А если его намерение было плохим, то ему будет дано совершить это. Человеческая свобода – это не фиксированная величина, пишет Мустафа Махмуд, а относительное понятие, которое человек может расширять. То есть здесь он переходит от теоретической части к практической. Мы поняли, что имеем свободу в действиях. Как эта свобода расширяется? С помощью чего мы обретаем новые средства, которые позволяют нам воплотить свою свободу, реализовать ее в этом мире. Он пишет: например, человек может расширить ее с помощью знаний, с помощью науки. Так, с помощью различных средств, инструментов и транспорта человек смог обогнуть землю, преодолеть огромные расстояния и будто бы преодолеть рамки времени и пространства. Но в любом случае это остается будто бы, поскольку мы творение, а не творцы. Например, изучая законы окружающей среды, человек смог начать управлять ею, насколько это в его силах, и использовать ее в своих целях. Он понял, как победить жару, холод и темноту, приумножив всем этим практические проявления своей свободы. Наука стала средством разрушения ограничений и оков, а также достижения свободы. И именно таков взгляд верующего, именно таков взгляд мусульманина на научный прогресс, на различные открытия. Он понимает, что это дает ему больше свободы в реализации своих желаний, своих потребностей, в защите себя от чего-то, что ему угрожает, в достижении различных результатов, высот. И в конечном счете верующий понимает, что сколь бы огромным не было множество различных открытий, творений, процессов, происходящих во Вселенной, все они в конечном счете сводятся к Творцу. Он тот, кто это творит. Он тот, без кого все это множество не было бы возможно. Еще одним таким средством, то есть средством расширения практической свободы человека, является религия. Поиск помощи у Бога через приближение к Его довольству и получение от Него знаний через откровение, принятие и поддержку. Таково средство пророков и идущих их тропой.
Так, например, Сулейман, Соломон, с помощью от Аллаха подчинил себе джиннов, обуздал ветер, говорил с птицами. Муса, Моисей, разделил море. Иса, Иисус, воскрешал мертвых, ходил по воде и исцелил глухого, прокаженного и слепого. Мы также читаем о праведниках, обладавших чудесами, тех, для кого сокращались большие расстояния земли и раскрывалась тайна. Это степени свободы, которых праведники достигли благодаря усердию в поклонении, приближению к довольству Господа и снисканию Его любви, вследствие чего Всевышний щедро одарил их сокровенными знаниями от себя. Мы вновь говорим о знании, но на этот раз о божественном. Далее Мустафа Махмуд упоминает мысль, которую он почерпнул из рассуждений имама Аль-Газали, и он формулирует ее следующим образом. Человек имеет право выбора в том, о чем он знает, но не имеет такого выбора в том, что ему неизвестно. То есть это плавно связывается с предыдущим рассуждением о практическом расширении человеческой свободы. Под этим он имеет в виду, пишет автор, что чем больше расширяются знания человека, тем больше расширяется его свобода, вне зависимости от того, является ли это знанием, поддающимся изучению, или же знанием, которым Всевышний наделяет своих приближенных рабов. После этого, в самом конце, автор касается последней части вопроса, что был поставлен в начале главы, а это наличие различных факторов, которые задают, согласно некоторым идеологиям, ритм человеческой жизни, так что вводит его в определенное положение, состояние, в котором он идет по своему жизненному пути. Мустафа Махмуд говорит, что действительно есть факторы, которые сказываются на человеческой жизни, но представители идеологии, которые делают человека пленником этих условий, пленником различных явлений, игнорируют человеческую свободу и ее гибкость. Они представляют человека как какую-то соломинку в пучине всех этих действий. Но на самом деле ситуация отличается от этого. И человек, противодействуя различным факторам жизненным, которые пытаются его стиснуть, доказывает свою настоящую свободу. И ввиду этого, ввиду того, что человека пытаются загнать в какие-то слишком узкие рамки под предлогом наличия тех или иных факторов, многочисленные прогнозы сторонников этих идеологий оказались ложными. И то, что они прогнозировали определенным образом, в итоге происходило совсем иначе. Потому что человеческая свобода гораздо более гибкое понятие, чем то, как они себе это представляли. На этом данная глава завершается. Я опять же надеюсь на то, что наша с вами встреча была полезной. И прошу Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы Он позволил нам продолжить начатое. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.